Сегодня у нас рассказ о сказаниях, греческих сказаниях, обладающих некой сакральностью. Это сказание на алтайском языке «Эйлюкай». «Эйлюкай» – это те сказания, которые рассказывают только сказители, тоже обладающие такой экстрасенсорной способностью. И признанные в народе мастера горлового пения – это, опять же, эйлюкайчы. Эйлюкайчы – это те мастера, которые имеют такие способности общаться с миром духов. Ну, что в общем примерно сказали. Считается, что среди сказаний, большого количества сказаний, ну, их более 200 у нас, есть сказания, обладающие некой сакральностью. Эти сказания не каждый может рассказывать. Простые сказители остерегались рассказывать. Но в наше время, конечно, все это ушло в прошлое. Некоторые люди считают, что у нас последним эйлюкайчы был Григорий Алексеевич Калкин, в связи с тем, что он обладал также шаманской способности. Он мог предвидеть, предсказать. Ну, такой был великий шаман. Эйлюкайчы это есть у народа, есть остались имена именно таких сказителей. Например, Николай Улагашев считал, что такими эйлюкайчы был сказитель черновой тайги Кабах Таджиков. Кабах Таджиков тоже знал много сказаний и рассказывал именно эти сказания. А чтобы как бы понять сущность сказаний, которые обладают вот этой сакральностью, надо вспомнить в первую очередь воззрение алтайцев, шаманские воззрения алтайцев, когда мир он делится на множество миров. Мы где-то находимся в середине, поэтому наш мир считается как средний мир. Есть другие миры, по некоторым сведениям, до 99 миров. И каждый населен, в каждом есть свое население, своя сущность. Где-то это просто энергия, какая-то энергия. А где-то есть небожители живут. Вот. И не каждый, а шаманы это просто посредники. А атрибуты у шаманов это бубен, это тот же огонь, тот же дым, запах, звук. Это то, что невидимое. Это они помогают людям войти в тот мир. А кроме, как бы казалось парадоксальным, кроме вот этого множества миров, еще существует разнообразие времени.
Мы привыкли считать, что время течет линейно, вот так сегодня, завтра, послезавтра, вот так идет, и как бы кажется, что это незыблемо. А на самом деле, если изучение греческих сказаний говорит о том, что время может быть в представлениях, традиционных представлениях, время просто может быть условным, то есть и реальным, и условным. Условным, что те деяния богатырей, которые вот когда-то были, они они находятся рядом. То есть они находятся вне времени. То есть любое время сказитель, который может это сделать, обладающий вот это, именно входит то время, то есть как бы время сосуществует тут рядом, и информация, которая когда-то была, она сохраняется там. А тут главное, знаете что? Главное, он как отдельный объект, сказание как отдельный объект, чтобы не превратился просто в линейную, просто событие линейное, просто событие идет, и тут как раз вот это нужна была сакральность. Сакральность в каком плане? Чтобы он где-то существовал, люди считали именно сакральным, и это сказание, а не много раз пересказанное событие. То есть вот это сказание не превратилось в событие. Примерно вот, анализ греческих сказаний говорит об этом, что есть время, есть объекты, которые существуют вне времени, и чтобы войти в состояние вне времени, именно как раз помогает представление о том, что иногда времени нету, что есть моменты, которые существуют вне времени. И это касается именно Элю Кай, сказаний, которые существуют где-то вне времени. Ну а если говорить о сказителях, которые тоже именно как шаман, шамана что ему помогает войти в тот мир, помогает у классического шамана бубен. Бубен, даже не бубен, а именно есть такое понятие чалу. Чалу это не сам бубен, а хозяин бубна. Бубен сам по себе это просто музыкальный инструмент, это как барабан. А чалу это хозяин бубна. Там, чтобы действие было именно действенным, нужно было призвать вот это хозяина бубна, чтобы он присутствовал, чтобы помогал. То есть только тогда шаман может входить в тот мир, путешествовать по вселенной, потому что у него в помощниках именно по своей генеалогической линии, у него тоже шаманы, у него помощники, то есть он в пространстве, он так ориентируется вот таким образом. Ну, кроме бубна, конечно, у него очень много атрибутов разных, а у сказителя, конечно, это музыкальный инструмент, который сопровождает его сказительство, это топшур.
топшур, мы привыкли, вот это старый топшур, немножко подновленный, привыкли. Сейчас современная молодежь, современные сказители, они уже знают ноты, топшуры сделаны под ноты, умеют хорошо как бы петь горловым пением, но иногда под этим делом забывается иногда вот некоторые моменты, вот, традиционные моменты. Топшур, например, теперь это делает, струны делает из струн, с лески, там еще что. Если раньше вот играли только вот этим мягким местом указательного пальца, вот так. А сейчас молодые сказители, конечно, они переняли опыт игры на гитаре, опыт игры на домбре, то есть этим пальцем вот так сверху вниз, вот так бьют, и вроде бы и громко, и красиво, разные мелодии, но я думаю, надо знать еще именно традиционную, вот эту традиционную игру. У тех сказителей, которые считаются иэлю, то есть имеющие духа, у них есть хозяин топшура, как у шаманов есть хозяин бубна, есть хозяин топшура. Если этот сказитель, обладающий вот таким духом, долго не играет, говорят, многие рассказы говорят, что обычно висит топшур, и висит, и когда-нибудь вот это где-то вот такой издает вот такие звуки. То есть это значит, хозяин топшура просит уже сыграть на топшуре, просит играть, спеть сказания. Обычно таких больших сказителей, народе уже знают, что это крупный, большой, Тян Гайчин называется, большой сказитель. Таких берут с собой на охоту в тайгу, потому что это для того, чтобы была охота удачной, сказитель вечером, почему вечер, я тоже хочу сказать сразу, вечером обычно вечером ребятишки говорят, что днем работа, то вечером, а тут еще такой момент есть, что вечером именно некие силы, такие силы, они вечером более активны, ночью, вечером считается. В этом плане такой момент тоже надо учитывать. Это не только как бы работа, но и вечером после охоты сказитель начинал рассказывать какое-нибудь сказание. И считалось, что духи гор, духи местности, духи хозяева местности приходили слушать именно это сказителя. Если сказание нравилось, то духи хозяева в подарок как бы одаривали охотников дичью. То есть охота была удачной. Поэтому на охоту многие брали, некоторые, у кого была возможность, вместе таких больших сказителей. Но
конечно, и шаманом быть нелегко, и большим сказителем тоже было нелегко, а тем более рассказывать сказания, которые именно имели тоже элю, имели сакральность. Там важно было не ошибиться. Если ошибешься, богатырь может прийти во сне или наяву, когда в грезах, и наказать сказителя. Сказитель после этого сильно заболевал, уходил в тайгу, некоторые, вот есть рассказы, и некоторые умирали даже. Вот есть такой распространенный рассказ, когда один сказитель там сказание пропустил, как богатырь уронил камчу, плеть. И после этого, просто пропустил или забыл, или специально, ему после исполнения во сне явился богатырь и отстегал его плетью за то, что он пропустил сюжет. С этого времени он заболел и там целый месяц он ушел в тайгу. Короче, вот богатырь вот таким образом наказывали таких забывчивых, таких неправильных действий. То есть надо было также в обряде, когда обряд неправильно совершаешь, когда вот это что-то неправильно сделал, это может быть тебе обратно вернуться, и не только того человека наказывался тот человек, который проводил обряд, но наказывались те люди, которые тут были рядом. И то же самое тут, когда сказание неправильно было рассказано, и вот это какая-то расплата была. Вот я хотел бы еще немножко сказать про Топшур. Совсем не случайно зачин, то есть начало героического сказания обычно начинался с благословления Топшура. Это надо было благословлять Топшур именно с целью войти в тот мир, то время героического сказания, то есть именно тот сакральный мир. То есть это помогало благословлять Топшур. Я говорил, что есть хозяин Топшура, то есть и там, видите, это инструмент очень непростой. Выбирали Топшур, дерево зачастую выбирали из того места, где может быть молния падала. С солнечной стороны выбирали дерево, чтобы она была немножко звучной. И очень много уделяли внимание на струны. Струны делали из конского волоса, выбирали именно не из больного коня, а именно со здорового скакуна. То есть считалось, что именно вот эти струны тоже помогает сакрализировать
помогает входить в тот мир. И тоже не случайно струны, вот верхние струны делалось 9 или 7 с конского волоса, а нижние с 5. То есть это как бы нечетное должно было быть. Ну и в то же время вот это, про это все это в зачине говорилось, что сделанный с волос скакуна, сделанный из растущего дерева, тойгонаштың төзінен көніп еткен топшырым, түгірік аттың қылынан жазап толғап еткен топшырым. Емил ағыш төзінен ептеп еткен топшырым, ерден аттың қылынан ереп толғап еткен топшырым. То есть все это благословлялось. Вы помните, что шаман также оживлял свой бубен. Он, во-первых, перед камланием он обязательно немножко нагревал в огне. Но это тепло же, это тепло тоже, это энергия. Тепло огня и тепло тела, они как бы созвучны. И поэтому бубен чуть подержал, как бы нагревали чуть-чуть на огне, чтобы это как бы опять же какая-то связь была. А здесь именно не теплом, а именно благословением, словом. Слово это ритм. То есть обязательно это благословение должно было ритмично быть. Ритм это тоже, это весь мир состоит из ритма, то есть это и наши благопожелания, все состоит из ритмов. Еще хотелось бы отметить связи шамана со сказителем. Если в одной долине проживали и шаман, и сказитель, говорят, что шаман обязательно перед тем, как камлать, обязательно посылал посла, людей к сказителю, чтобы узнать, не будет ли тот в это время как бы рассказывать сказания. Дело в том, что считается, что это духи хозяева местности, которые помогали шаману во время его камлания, они могли уйти к тому сказителю и там сидеть и слушать сказания сказителя. И они на призывы шамана они могли как бы не обращать внимания. Вот такой интересный момент есть. Но сказитель современности был очень крупным, очень сильным сказителем. Алексей Григорьевич Калкин. У меня неоднократно были встречи с ним. Я как-то ездил к нему домой, Ябаган, расшифровывать записи Очибала, и он, на дороге я попадал в такие интересные ситуации, когда 2 раза машина оглохла, там застревала, кое-как я добрался, целый день я добирался, там 28 километров, целый день добирался там до Ябагана. Когда к нему приехал, он увидел меня и засмеялся. Он говорит: это оказывается ты приехал.
А я думаю, кто ко мне едет, все это, а я, говорит, болею, вот хотел это, ну, препятствие, ставил препятствие, ты все равно ко мне добрался, он так посмеялся, говорит. И вот это говорит о его силе, вот это его силе, он как бы был не простым сказителем, а был, ну, как бы обладал так способностью, которой присущи только шаманам. В начале 2000-х, в начале 90-х годов мы здесь проводили, тогда Горно-Алтайская автономная область была, где-то в 90-м или 91-м году мы провели первый такой, и теперь называется Курултай сказителей, а тогда мы назвали конференцию, областную конференцию, собрали со всех уголков Алтая, ну, сказителей. Это сейчас молодежи много, а раньше было их сказителей оставалось очень мало, там 7-8 человек, но зато какие там люди были, там Алексей Григорьевич Калкин, Николай Кохович Ялатов, Танспай Шинжин, ну, такие метры, такие глыбы, скажем. И мы позвали с Тувы сказителей. Приехали 2 сказителя. Ну, я слышал, один стал, ну, шаман тоже, один стал верховным шаманом Тувы. И девушка одна приехала, ну, как бы помощница, они сказители. И вот, когда они уехали, сидим, и Алексей Григорьевич рассказывал, как, оказывается, он, говорит, шаман. Я его, говорит, сижу, он когда начал рассказывать, я заблокировал, говорит, его, как бы. А он посмотрел, за что уцепиться, и раз схватился за лампочку. Тут я это, говорит, про себя посмеялся, говорит, и он дальше начал это рассказывать сказания. Вот такие интересные моменты. А люди-то вокруг не знают, не видят, какие интересные тут на ментальном уровне, какая борьба идет, какие моменты возникают. Ну вот, интересные моменты, именно связанные со сказителями, бывает. Я считаю, что здесь в Горно-Алтайске должен быть большой памятник тому же Калкину или обобщенно сказителю, для, как бы, посвященное именно героическому эпосу. Потому что это такой огромный пласт это нашего наследия, это феномен, это мы все равно будем, как бы, хорошо, что многие, основная масса героических сказаний, которые вот бытовала с начала 20 века, они, ну, как бы, основная масса, они записаны, теперь они издаются, до сих пор издаются, еще не изданные есть, как я знаю. И когда-то через эти книги будут наши потомки изучать наше наследие, свое наследие.
çifte yargıma katardın Alı batır koşoğu altay kalı kilezi İki kıldı topşuru merik bestim oynasın Üskü sul batırı manda puşta kol varzı Bu topşur adamның topşuru. Adam bunu boyunun koluyla yetken. Canam kudachına, boyunun öbeközü kudachına tartışak tepkisi болған. Ол иркит, ондай аты чулуу иркиттердің нези чөрчүкчү ондай улус болған, шырғайты юртта жатылаған. Onun sen Canam dese kitle düzünde kösten oturkalan kişi болған. Onun jarına alak nezin topşurluğu da jankıldadak edi oturur. Көз жоқ кişi. Adam boyu baza topşur oynar, ikili oynar. Onday kişi kay çörçöktер bilir. Onun nezi 3-4 kay çörçögü çıkan. Ол тода bir yılan çokuratı, yılan қоо деген çörçögü Altay Batırlarga girgen 15-ci tomga. Onun başka boyunun baza 3 kız dep çörçögü çörçögü Közküy baran dep çörçögü кай чөсөктөрү башка боюнун бою башка бичке этип оны чыгарылган. Ондай адамдын айды жыла десе топшурду база бодопламды чеберлеп жүрөр керек. Бодоплам кийге чачпас, бодопла неге канайдыр. Ептүү жерге салып көр, ондай күнге эшке эмес, мындай илкөр, алдың ичине беди, кайда да дөрдө беди. Мен базонай бодоп жадым, топшур ондай ненің альда, чадыр альда улустун ондай ептүү жерде туразында десе база ондай не жерде турар керек, ондай төрдө деп, төр жерде бе. Bu yer yanında bu baza ola mıltık oşkoş ola yer tohum yeri yügen oşkoş olun değil gepsen yol yer gücünün onun için deze ol topşur on diye basala dünüyle baylı neme ben sansam ol kanaydır bu pistin ulus deze bu ozağı etken topşurdu, buna ettiren bazı. Onda bas gerek, taşta bas gerek. Emdigi үйдің dese topşurları ol dese. Senaga, tığın tabıcı, senaga temne geliştir edilgen onun nelerle kandy onda lattar var, bazı kandy notalar oynayıştan. Bu ozağı topşurlar dese bu aydın içinde ulusqa dese arayınan onda ненің жаражы керек болған. Бұл аттың кележін, база ғанай жақшы допшы ойнап тұран, кежін допшылап тұран ұқсар келіп тұран атышқышын барып базып, келіп базып, онай келіп тұран ұшқыш, онай ұғылар. Оның үшін дезе бұл допшылар емді ас артып баратқан емді көйдің топшылары ол емді көйге келіштір еткөйін топшылар тек андай да болса мен сансам ондай қайтшы ұлдарда ол сенада ойнар топшырдан башқа бұл мұндай озағы топшыр баса болар керек. Не үшін десе озағызын баса ұнды бас керек. Озағы жан жоғыларды
ол дезең анчадала бу кез хемде яндай не кайчы улдар чыклап кет, кайды учунан алла баждан ал учуна жетире кайлаптырандар чыклап кет. Онды 50 кайчы да кийинде болар аргалуу деп мен сан кедим. Онды улдарга бу озогу топшурун түңеле мындай едип алып мындай чеберлеп алып жүрө керек.